гляньте, у нас уже подійшла наша розчина. Так, ці по-правильному все, по-сьогоднішньому кажуть, опара. Дрожжики наши пошли. Теперь мы будем просеивать муку. Ось. Мучицю треба просеять. Каб я надыхала. Каб тесто наше было пышное. Моице и Сына и Дух Святого. Амин. Поможи нам, Боже. И будем потиху добавлять в наш карагод. Это у нас каравай, называется сегодняшний карагод. За то, что будем водить карагод на поле. И треба лить потиху. Не одним разом. Как Бог дал больший урожай. Ось послухайте, это коли на вяселле вот ладють каравай, тады у той каравай льють усё одним разом. Один раз молоко улили, один раз там яйки, один раз муку и все, и более не добавляют. За то, что как молодые жили у пары и жили один раз, як жанилися, так и жили. Не разоходились. А вот у наш каравай треба усё потроху сыпать. Потроху. Ось сыпем изюм. Чем больше сыпем, тем больше, кажуть, Боженька дасть урожаю. Потроху яичко сыплем. Потрошку сольки сыпнем. Жирку потрошки ульем. Ось, а теперь мучицы. Запоминайте, будете хутко сами робить так, як я. О, мучицы поскольки сыплю, совсем помалу. І замешивала жанчына каравай, наприклад, який був на вяселлі, замешивала тая жанчына, якая один раз только вышла замуж и все життё прожила у пары. А на наш карагод замешивает тая жанчына, какая не ленуется. Ну вот, тесто наше замясили. Зараз мы его накрыем сурветкой и понесем, каб оно подыходило на печь. Сегодня мы с вами сделаем цветочки для украшений нашего каравая. У нас уже есть цветочки, но нам их маловато. Значит, мы будем доделывать еще. Возьмем вот большие листочки. Это у нас гофрированная бумага. Берем большие листочки. Вот у тебя своя стопочка, у тебя своя стопочка. Слаживаем пополам. Пополам. И обрезаем полукругом. Смотрите. Вот так, полукругом. Чтобы получилась вот такая штучка. Теперь у нас есть маленькие. То же самое слаживаем пополам и обрезаем полукруг. И так все остальные маленькие детальки. Их у нас 6. Детальки мы вырезали. Теперь берем большую детальку и делаем вот так. Раздвигаем, чтобы у нас был объемный цветочек. Для лепестка нам надо придать форму вверху, чтобы у нас получился лепесточек закругленный, чтобы как бы он открывался. Поэтому мы берем, делим листочек напополам и одну сторону заворачиваем, прижимаем пальчиком и заворачиваем. Получается вот загиб. И вторую сторону точно так же. Вот, распрямили, у нас получился лепесток. Теперь мы будем собирать цветочек. Аккуратненько, самый большой, который лепесток, это у нас серединка. Она у нас будет воздушная, поэтому аккуратненько сворачиваем, чтобы осталась воздушная подушечка внутри. Вот, видите, бутончик. Аккуратненько ниточкой просто обворачиваем, не завязываем ниточку, вот так, прижимаем ниточку и обворачиваем. Розочки, маленькие аккуратные розочки. Для нашего каравая мы должны выбрать веточки. На веточках должно быть только 3 сучка, а у нас 4, значит 1 мы убираем. Таких веточек для каравая надо сделать 3 штуки, то есть должно быть 9 веточек. Мы украшать их будем оплетать бумагой. В других районах оплетали не только бумагой, но и тестом. И делали украшения с бумаги, цветочки,
ленточки. А у нас тестом не делают. У нас только обплетают бумагой и вплетают цветочки и обвязывают потом ленточками. Давай, моя дорогая суседочка, я тебе научу, як перший раз надо выгонять скотинку у поля. Давай. Треба ось положить замочек, замкнутый под порог, сольки насыпать, шансоны, яєчко положить. Замочек мы ложим, как замкнуть очи и замкнуть языки благим языкам. Яєчко, как кругленькая такая твоя скотинка приносила, молочка много и кругленькая была. А солька свянцона, она завжди допомагає від хвороб. Вот ты моя хорошая. Ой, застоялась наша козонька, застоялась. На, козонька, тебе хлебца в сольке свянцона. А яєчко прокачаем по боках козочки. Как такая кругленькая была, увесь год, как молочка приносила пол. А за рожки мачку чуть-чуть посыпем, как не подалося. Вот ты молодец, а ты моя умница. А теперь, моя Верочка, возьми веточку эту свянцовую, заткни вон у ушах каля дверей, как злые языки и худые очи не нашкодили твоей скотинке. Так, девчата, покуль наше тесто подыходить, мы с вами зробим кашу. А каша у нас сапраўдная, знаете, якая? Пастухова, говорить, каша. Яєчная такая каша. Вось, яєчки узбили, сольки посолим, опять разобьем, молочка нальем. Пойдем на поле наших пастушков частовать. И добавим крышечку муки. Чтоб кашка была такая густенькая, сытная, как пастушки добро наелись. И вот будем лить эту яешню у чугунок. Тут я уже, бачите, его шкварочек нажарила. Вот, как смачней было нашим пастушкам. Улила туды с жирком прямо. И туды ж будем лить эту яешню. Понесем у печь смажется. Теперь белой бумажинкой накроем нашу кашу. Я не ведаю для чего, але мать завсёды накрывала белой бумажинкой. И вот крышечкой. И ставим у печь нашу кашу, нехай варится. Печется там. Тримався. Давайте його упригожим. Поднимаем кармай. Кладите рушничок. А вы, девчатки, подниз, сыпьте зернятки, а не сыпьте так вверх. Раз, два, три. Как боженька отдачу дал. Копеечку ложите. Как копеечку мы могли заработать на новом сборше. Ложим каравай. А теперь вы упригоживаете его веточками, что зробили ветками. Только разом не суньте у каравай. Как дать нашему новому урожаю новый рост и новое сбожье, буйный колос. Сувай. Раз, два, три. А теперь отставим его вот зелененькими веточками. А вы, девчатки, теперь еще лентами обвяжите пригожими. Карагод, карагод, мы тебе нарожаем, ой, венца, венца, зелена бервенца.
Ой, венца, венца, зелена бервенца, тебе нарожаем, Бога прославляем. Ой, венца, венца, зелена бервенца, ой, венца, венца, зелена бервенца, Бога прославляем, Юрия звеличаем. Ой, венца, венца, зелена бервенца, ой, венца, венца, зелена бервенца, чеша хлопець кудри, одягши на косу, ой, венца, венца, зелена бервенца. Рожечка, ходи до нас, ходи, господарок молоденький, подними наш каравай високо. Ти 3 рази його поднімів аж так, каб наше так збожжя колихалося. Високо, каб було, каб голос буйний був, високий, до самого неба. Ось дякуй. А тепер, дороженькі дівчатки, пойдем у поле, да попросим Бога, каб Юрія отпустил землицу, выпустил росицу, на буйное лето, на теплое жито, как росла б жито пшаница, ячмень як мятлица. Пойдем, девчата. Ой, наша каша у печи, гляньте, умлела уже тут упрела. Глядите, якая каша упрелая. Ну, вот якая каша. Пойдем у поля до пастухов до наших. З червоною стужкою. Каб ніякий вовк, каб ніяке око благое і ніякі люди благие не споганили моє поле і не згладили. А ви, дівчатки, гляньте, яка роса пригожая. Мийтеся перший весновой росой, мийтеся свої бочки, каб були чистенькие, каб були пригоженькие, каб були руховенькие. Собирайте росу в свои паночки. Зато что роса гэта вельми целебная. Коли кто захвореет, и на их сенсонная водичка. И оно будет искательно, як оберег. Собирайте росу. Мочите. Мочите. Кто хочет быть здоровым и счастливым на этом годе, треба покачаться с горы. Ой, по Юрьевской росе, я покачаюсь. Ой, девки, катитесь, получать.